Спасибо. Меня зовут Марсель, фамилия Давлетшин. Мне 40 лет. Я живу и работаю в городе Москва. Сам я по профессии инженер-проектировщик. Являюсь директором проектного института Москвастройпроект. Занимаюсь проектированием уникальных сооружений, уникальных сложных сооружений в городе Москва. Мне хотелось актуализировать важность данных народных песен, поэтому их, так скажем, ремиксировать, сделать так, чтобы было удобно их слушать молодежи, всем поколениям, но при этом не носило какой-то ущерб смысловой, чтобы важность передачи текста, слов, смысла этого песни не пропала в данной интерпретации. Поэтому ко мне пришла идея сделать такой некий музыкальный генетический код, дизайн-код татарского, так скажем, генетического кода музыки. Из рассказов моей мамы мой прадедушка всегда пел эту песню и постоянно ее, во всех жизненных трудных ситуациях постоянно ее пел. И это тоже мне показалось очень интересным, некая связь поколений, связь прошлого и настоящего. И хотелось как раз-таки сделать так, чтобы эту песню не забыли. Татарин, поэтому и не случайным образом, случайности не случайны. Да, соответственно, если посмотреть вокруг на нашу нацию, на наш народ, конечно, нужно знать его, понимать, и для чего все это было, есть и будет. Эти основные вопросы, которые нужно каждому ответить, не говоря о том, что это какая-то случайность. Я очень много слушаю, мировой музыки, я чувствую все тренды, которые сейчас происходят. Сейчас мы находимся на таком витке, когда вся, история развития музыки, оно всегда циклично происходит. Сейчас мы пришли к такому витку, когда становится популярная, модная та музыка, которая была там 20 лет назад. Это на стыке 90-х, 2000-х годов. То есть здесь стилистика, она более такая немножко брутальная, мощная, более глубокая, нежели то, что было до этого. Это диско, такие расслабленные, танцевальные такие стили. Учился в школе Набережных Челнах, затем переехал в город Елабугу, закончил школу там. Затем я переехал в Казань и закончил 2 вуза. Это первый КГСУ, реконструкция и реставрация, а второй это КГУ, международные отношения и дипломатия. Реконструкция стадиона Лужники, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Затем был параллельный объект, это реконструкция парка Зарядье, строительство парка Зарядье рядом с Красной площадью. Дальше были объекты транспортно-пересадочные узлы, различные спортивные объекты, культурная филармония. Последний объект, которым мы занимались, это был Национальный космический центр для штаб-квартиры госкорпорации «Роскосмос».